Здравствуйте! Тема сегодняшнего нашего урока – модели Sequence-to-Sequence. Sequence-to-Sequence модели – это определенный класс моделей нейронных сетей глубокого обучения, достигшие больших успехов в таких задачах, как машинный перевод, суммаризация текста, аннотация изображений и другие. История. Алгоритм был разработан Google для использования в машинном переводе. В 2019 году Facebook объявил о своем использовании для символьного интегрирования и решения дифференциальных уравнений. Компания заявила, что может решать сложные уравнения быстрее и с большей точностью, чем коммерческие решения, такие как математика, MATLAB и Maple. Во-первых, уравнения анализируются в древовидную структуру, чтобы избежать особенностей обозначений. Затем нейронная сеть LSTM применяет стандартные средства распознавания образов для обработки дерева. В 2020 году Google выпустила Mina – чат-бот на основе Seq2Seq с 2,5 миллиардами параметров, обученный на наборе данных объемом 341 гигабайт. Google заявил, что чат-бот имеет в 1,7 раза большую емкость модели, чем GPT-2 от OpenAI, чей преемник в мае 2020 года 175-миллиардный параметр GPT-3 обучался на наборе данных открытого текста объемом 45 терабайт, который был отфильтрован до 570 гигабайт. Техника. Seq2Seq превращает одну последовательность в другую последовательность, преобразование последовательности. Это делается с помощью рекуррентной нейронной сети или чаще LSTM или GRU, чтобы избежать проблемы исчезающего градиента. Контекст для каждого элемента является результатом предыдущего шага. Основными компонентами являются один кодер и одна сеть декодеров. Кодер превращает каждый элемент в соответствующий скрытый вектор, содержащий элементы и его контекст. Декодер меняет процесс, превращая вектор в элемент вывода, используя предыдущий вывод в качестве входного контекста. Оптимизации включают: внимание! На вход декодера подается один вектор, в котором хранится весь контекст. Внимание позволяет декодеру выборочно просматривать входную последовательность. Лучевой поиск. Вместо выбора одного вывода, слова, в качестве вывода сохраняется несколько высоковероятных вариантов, структурированных в виде дерева, с использованием softmax на наборе оценок внимания. Усредните состояние кодировщика, взвешенные по распределению внимания. Разбиение. Последовательности переменной длины возможны из-за заполнения нулями, которое может выполняться как для ввода, так и для вывода. Однако, если длина последовательности равна сотням, а ввод состоит всего из 3 элементов, дорогостоящее пространство тратится впустую. Сегменты могут быть разных размеров и указывать как входную, так и выходную длину. В обучении обычно используется функция перекрестной энтропийной потери, при которой один результат наказывается в той мере, в какой вероятность следующего результата меньше одного. Задача генерации осмысленного текста условно разбивается на 2 подзадачи. Сначала нейронной сети нужно выполнить анализ эталонного текста, а затем, поняв закономерности построения фраз, сформировать новый текст, копируя манеру построения фраз текста, на котором нейронка обучалась. Примерная последовательность шагов для создания нейронной сети, генерирующей текст, следующая. Подготовка текстов для обучения. Подобрать материал для обучения нейронной сети, то есть найти подходящие по объему диалоги, тексты и прочее. Предобработать. Очистка от мусора, токенизация. Текст для обучения.
Исключить из текстов лишнюю информацию, например, смайлы, левые вставки служебной информации. При экспорте переписки из WhatsApp он при исключении медиафайлов, фото, присоединенных файлов добавляет служебные строки и тому подобное. Преобразовать формат, пригодный для подачи на нейронную сеть. Векторизация, числовые последовательности. Сформировать новый текст, используя некоторый алгоритм, например, подходящую архитектуру нейронной сети. Преобразовать текст в машинно читаемом коде в естественный язык. При создании подобных алгоритмов разработчики сталкиваются с рядом проблем. Это неоднозначность языка. Например, слова-амонимы. Слова звучат одинаково, но имеют разное значение, зависящее от контекста. Горячий ключ, гаечный ключ, ключ от замка, ключ для решения проблемы и тому подобное. Амографы совпадают в написании, но различаются в произношении. Хлопок и хлопок, рой пчел, рой яму, замок, замок и тому подобное. Без контекста непонятно, какое слово имелось в виду. Несимметричность языка. В разных языках по-разному кодируется смысл. Способ обработки, пригодный для анализа одного языка, не будет работать на другом. Например, различия во временах и прочее. Обучающая база хорошо проработана для английского языка. Для других языков с базами ситуация выглядит не столь хорошо. Большая текстовая база – это большие векторы текста, а следовательно высокие требования к вычислительным ресурсам – память, GPU, TPU и продолжительное обучение. Ну и решение. Для решения задач формирования текстов используются следующие подходы. Seg-to-seg. Эта модель получает на вход некоторую последовательность слов, например, вопрос, анализирует ее и затем на основе ранее созданного обобщения после тренировки преобразует в новую последовательность. Word-to-vec. Предобученный embedding, который позволяет преобразовывать слова в тексте в некоторый вектор. В результате слова объединяются по некоторому признаку, например, группируются синонимы, географические названия и прочее. То есть в новом пространстве векторов можно посмотреть расстояние между словами и сгруппировать их по некоторому критерию близости в этом пространстве. Document to vector. В пространство векторов происходит трансформация не слов, а документов. Например, для некоторого исходного слова, скажем, Франция, для одного документа будет объединение по географическому признаку. Для другого документа группировка будет по достопримечательностям, относящимся к Франции. А по третьему Франция будет сгруппирована в кластер, объединяющий Европу, Америку и Азию. Для построения модели, которая сможет отвечать на вопросы, условно будут работать две модели. Это тренировочная и рабочая. Сама нейронная сеть одна и та же, отличие только в способе использования. Обучение Seg-to-Seg модели есть база вопросов и база ответов. Необходимо, чтобы были именно вопросы и ответы на них. Для нейронки должно быть понятно, что на текст вопроса дается определенный ответ. Тренировочная модель в Seg-to-Seg. Для тренировочной модели последовательность обучения будет следующая. На вход энкодер подаем вопрос. Например, «Привет, как дела?». Энкодер его закодирует, используя слой embedding для конвертации слов в многомерный вектор и LSTM. На выходе LSTM энкодера возвращается состояние H и C. В коде дальше будет понятно, как попросить нейронку возвращать эти два параметра. Декодер также содержит embedding слой для векторизации ответа и LSTM. Для декодера эталонный ответ из обучающей выборки обрамим тегами открытия и закрытия. Start и End. Теги могут быть любыми. Состояние HNC с энкодера и эталонный ответ подается на вход декодера.
Он на нем обучается и формирует ответ. Например, «Все хорошо, спасибо». End. Декодер в процессе обучения поймет, что на тег, начало фразы, старт на входе и некоторому состоянию с энкодер нужно начать генерировать ответ. Кроме того, декодер осознает, что сгенерированную последовательность он должен завершить тегом end. Рабочая модель в seg-to-seg. Обработка вопроса рабочей моделью будет следующая. Энкодер в рабочей модели такой же, как и в тренировочной модели. Разница лишь в том, что на его вход будет подаваться набранный пользователем вопрос, а не связка вопрос-ответ из обучающей базы. В рабочей модели используется ранее обученный декодер, но на вход ему будет подан только тег «Старт». Декодер понимает, что по приходу тега «Start» нужно взять состояние с энкодер и сгенерировать какое-то одно слово ответа. В идеале он сгенерирует первое слово в последовательности «все». Полученное слово «все» подается на вход декодера вместе с состоянием, полученным на предыдущем шаге на выходе декодера. Затем полученное слово «все» вновь подается на вход декодера совместно с состоянием, полученным на предыдущем шаге. На выходе декодер формирует слово «хорошо». Новое слово вместе с состоянием в цикле вновь подается на вход декодера до тех пор, пока декодер не решит, что фраза завершена, и вернет тег end. Нейронный машинный перевод. Seg-to-seg модели с механизмом внимания. Sequence-to-sequence модель – это модель, принимающая на вход последовательность элементов, слов, букв, признаков изображения и так далее, и возвращающая другую последовательность элементов. Обученная модель работает следующим образом. В нейронном машинном переводе последовательность элементов – это набор слов, обрабатываемых поочередно. Выводом также является набор слов. Заглянем под капот. Под капотом у модели находятся энкодер и декодер. Энкодер обрабатывает каждый элемент входной последовательности, переводит полученную информацию в вектор, называемый контекстом. После обработки всей входной последовательности энкодер пересылает контекст декодеру, который затем начинает генерировать выходную последовательность элемент за элементом. То же самое происходит и в случае машинного перевода. Применительно к машинному переводу контекст представляет собой вектор, массив чисел, а энкодер и декодер в свою очередь чаще всего являются рекуррентными нейронными сетями. Контекст – это вектор чисел с плавающей точкой. Далее векторы будут визуализированы в цвете таким образом, что более светлый цвет соответствует ячейкам с большими значениями. При обучении модели можно задать размер контекстного вектора, число скрытых нейронов в энкодере RNN. Данные визуализации показывают четырехмерный вектор, но в реальных приложениях контекстный вектор будет иметь размерность порядка 256, 512 или 1024. По умолчанию в каждый временной отрезок RNN принимает на вход два элемента. Непосредственно входной элемент, в случае энкодера одно слово из исходного предложения, и скрытое состояние. Слово, однако, должно быть представлено вектором. Для преобразования слова в вектор прибегают к ряду алгоритмов, называемых embedding слов, word embeddings. Эмбеддинги отображают слова в векторные пространства, содержащие смысловую и семантическую информацию о них. Например, король-мужчина плюс женщина равняется королева. Прежде чем обрабатывать слова, необходимо преобразовать их в векторы. Эта трансформация осуществляется с помощью алгоритма эмбеддингов слов. Можно использовать как предобученные эмбеддинги, так и обучить эмбеддинги на своем наборе данных.
200-300 – это типичная размерность вектора эмбеддинга. Теперь, когда мы познакомились с нашими основными векторами, тензорами, давайте вспомним механизм работы РНН и создадим визуализации для его описания. На следующем шаге РНН берет второй входной вектор и скрытое состояние номер 1 для формирования выхода на данном временном отрезке. Далее подобная анимация используется для описания векторов внутри модели нейронного машинного перевода. В следующей визуализации каждый кадр описывает обработку входов энкодером и генерацию выходов декодером за один временной отрезок. Так как и энкодер, и декодер представляют собой РНН, в каждый временной отрезок нейронная сеть занята обработкой и обновлением своих скрытых состояний на основе текущего и всех предыдущих входов. При этом последний из скрытых состояний энкодера является тем самым контекстом, который передается в декодер. Декодер также содержит скрытые состояния, которые он передает из одного временного отрезка в другой. Этого нет в визуализации, изображающей лишь основные части модели. Обратимся теперь к другому виду визуализации – sequence-to-sequence моделей. Эта анимация поможет понять статическую графику, которая описывает эти модели. Так называемое развернутое unroll представление, где вместо того, чтобы показывать один декодер, мы показываем его копию для каждого временного отрезка. Так мы можем посмотреть на входные и выходные элементы на каждом временном отрезке. Обратите внимание, контекстный вектор является бутылочным горлышком для такого типа моделей, благодаря чему им сложно иметь дело с длинными предложениями. Решение было предложено в статьях Богданау и других 2014 года и Луонг в 2015, где была представлена техника, получившая название «механизм внимания». Данный механизм значительно улучшает качество систем машинного перевода, позволяя моделям концентрироваться на релевантных частях входных последовательностей. На седьмом временном отрезке механизм внимания позволяет декодеру сфокусироваться на слове «студент» по-французски, прежде чем сгенерировать перевод на английский. Эта способность усиливать сигнал от релевантной части входной последовательности позволяет моделям, основанным на механизме внимания, получать лучший результат по сравнению с остальными моделями. При рассмотрении моделей с механизмом внимания на высоком уровне абстракции можно выделить два основных отличия от классической sequence-to-sequence модели. Во-первых, энкодер передает значительно больше данных декодеру. Вместо передачи лишь последнего скрытого состояния после этапа кодирования энкодер отправляет ему все свои скрытые состояния. Во-вторых, декодер проходит через дополнительный этап, прежде чем сгенерировать выход. Для того, чтобы сфокусироваться на тех частях входной последовательности, которые релевантны для соответствующего временного отрезка, декодер делает следующее. Первое. Смотрит на набор скрытых состояний, полученных от энкодера. Каждое из скрытых состояний соотносится наилучшим образом с одним из символов входной последовательности. Второе. Назначает каждому скрытому состоянию некую оценку. Опустим пока, как происходит процедура оценивания. Третье. Умножает каждое скрытое состояние на преобразованную softmax функцией оценку, выделяя таким образом скрытые состояния с большей оценкой и отводя на второй план скрытые состояния с маленькой. Это упражнение с оценками производится в декодере на каждом временном отрезке. Итак, подытоживая все вышеописанное, рассмотрим процесс работы модели с механизмом внимания.
Первое. В декодере RNN получает embedding end токена и первоначальное скрытое состояние. Второе. RNN обрабатывает входной элемент, генерирует выход и новый вектор скрытого состояния. Выход отбрасывается. Третье. Механизм внимания использует скрытые состояния энкодера и вектор H4 для вычисления контекстного вектора C4 на данном временном отрезке. Четвертое. Вектора H4 и C4 конкатенируются в один вектор. Пятое. Этот вектор пропускается через нейронную сеть прямого распространения Feed Forward Neural Network FFN, обучаемую совместно с моделью. Шестое. Вывод FFN сети указывает на выходное слово на данном временном отрезке. Ну и седьмое. Алгоритм повторяется для следующего временного отрезка. Другой способ посмотреть на то, на какой части исходного предложения фокусируется модель на каждом этапе работы декодера. Обратите внимание, что модель не просто бездумно связывает первое слово на входе с первым словом на выходе. Она на самом деле поняла в процессе обучения, как сопоставлять слова в этой рассматриваемой языковой паре, в нашем случае французский и английский. На этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Увидимся на следующих уроках. Спасибо за внимание и до свидания.